Кто владеет информацией, тот владеет миром. Этот постулат был сформулирован еще в 20 веке. В нынешнем 21 столетии развитие технологий позволяет буквально каждому стать участником большого рынка информационных услуг, объем которого, по расчетам экспертов, уже превысил $2,5 триллиона. Передовые разработки, суперсовременные технологии – все это дается отнюдь не просто так и является результатом упорного труда, а также правильной организации как производственного, так и научно-исследовательского процесса. В 90-х годах XX века в стране и в республике перед информационной отраслью стояла одна глобальная проблема – отсутствие необходимой инфраструктуры. В это время появился на свет пионер рынка информационных технологий в Якутии – компания «Эльф», созданная в 1993 году. 20 с лишним лет назад, когда начиналась история нашей компании, в общем-то, еще IT-отрасли как таковой, IT-инфраструктуры, в принципе, и не было. Предприятия, учреждения, организации свои задачи решали в основном с использованием калькуляторов. Предприниматели первой волны, айтишники первой волны, они как раз и были, в основном их усилия сосредоточены на формировании этой инфраструктуры, на то, чтобы у предприятий появилась техника, для того, чтобы появились сети локальные, вычислительные. Появилось программное обеспечение, которое позволяло им с учетом этого оборудования решать задачи автоматизации, которые стояли перед этими предприятиями. Международный опыт показывает, что развитие информационных технологий способствует росту эффективности в традиционных отраслях экономики. Очень часто сильный импульс в развитии данной отрасли дают технопарки и IT-парки, прекрасно зарекомендовавшие себя во всем мире. Уже можно с уверенностью сказать, что эта система успешна и эффективна. В 2011 году в республике был запущен технопарк «Якутия», первый в своем роде на Дальнем Востоке России. Здесь ведется активная работа над успешным становлением и развитием местных стартапов, в том числе и в сфере IT. Рынок информационных технологий растет, и проникновение информационных технологий в нашу жизнь, допустим, на определенное количество процентов, позволяет повысить валовый внутренний продукт на 10%. По-моему, проникновение даже небольшое, там порядка 5-7%, позволяет увеличить валовый внутренний продукт. Переворот в экономической сфере, такой революционный, сделают три вещи. Первое – это мобильная связь. Второе – это широкополосный беспроводной доступ в интернет. И третий момент – это облачные технологии. Чтобы развить и приумножить уже достигнутые высоты, в республике планируется создание IT-парка. Решение об этом было принято в августе 2013 года во время встречи главы Якутии Егора Борисова с представителями IT-компаний республики. Стоит отметить, что позже объект вошел в перечень 100 объектов, которые планируется возвести к празднованию столетия якутской государственности в 2022 году. Именно здесь станет возможным находить и доводить все оригинальные идеи до ума, превращать гениальную идею в оригинальный готовый продукт, который уже находит своего потребителя. У нас есть замечательная база образовательная. То есть это у нас школы, математические школы, РФМШ, Институт математики и информатики, СУЗы наши, которые периодически выпускают олимпиадников, чемпионов по математике. Вообще у нашего населения есть склонность к математике, и это не секрет. То, что мы хорошо решаем задачи, и периодически, начиная уже с 90-х годов, наши выпускники побеждают на олимпиадах, выезжают работать там программистами в других компаниях, потому что здесь, к сожалению, не было рынка, не было трудоустроиться. То есть здесь образовательный задел. Есть уже успешные стартапы, Это такие компании, как компания Арсена Томского, Саха Интернет, компания Solus Games, Эльф, Инфосистема, несколько уже
компании, которые доказали, что да, вот благодаря IT можно зарабатывать деньги. И сегодня вот этот рынок, мы проанализировали этот рынок, он составляет 770 миллионов рублей. Это, то есть, если, к примеру, ювелирная промышленность у нас где-то там чуть больше миллиарда, вся ювелирная, не гранильная, а именно ювелирная промышленность, да, то, в принципе, это уже сопоставимые вещи, да. То есть, мы, если планируем, что мы построим IT-парк, что даст ускоренное развитие, да, темпом развития IT-отрасли, то мы там достигнем в 2022 году уже 10 миллиардов рублей оборота, да. В принципе, это нормальные деньги, которые, причем это деньги не только собранные из региона, а привлечены из экспорта. То есть это экспортные деньги, деньги из Бразилии там, или из Японии. Это другие деньги, и они очень интересные, да, по своей сущности. Причем эти ребята, которые заработали деньги с экспорта, будут тратить здесь, да, в парикмахерских, в такси, в библиотеках, я не знаю, там, в кино ходить будут и поддерживать местное производство, местных предпринимателей. В настоящее время IT-индустрия является самым выгодным способом вложения инвестиций. Одним из наглядных примеров является популярное мобильное приложение WhatsApp. Через 5 лет после выхода на рынок оно принесло своим создателям 19 миллиардов долларов, при том, что начальная сумма инвестиций составляла всего 250 тысяч. Таким образом, вложенные средства выросли в 76 тысяч раз. Ни в какой другой отрасли получить такое соотношение вложений и прибыли невозможно. Ну, я не думаю, что здесь надо на что-то одно делать, ставку, да? Надо, чтобы ребята пытались делать стартапы везде, во всех возможных сферах. Единственное, что им надо дать возможность, чтобы у них был свой ID-парк, где они смогут сидеть недорого, да? Потом надо, чтобы у них был доступ к дешевым инвестициям, так называемым венчурным инвестициям, да, и затем, чтобы у них было некое наставничество, экспертная поддержка. В таком случае все активные пассионарные дети останутся в Якутии, не станут отсюда уезжать, вот как сейчас, да, и смогут здесь делать стартапы, и многие из них добьются большого успеха. Когда мы начинали, да, в 2006 году, во-первых, почти не было, да, IT-компания. Был сахар интернет, было возможно, там компания, которая занимается 1С, да, и некоторые компании, которые занимаются там, бухгалтерскими программами, базы данных там, и так далее. И когда мы подавали объявление на программиста, вообще людей почти не было, да. Если переходили, то переходили с очень минимальными знаниями или уже большим опытом, только в другое направление. Сейчас условия совсем другие. Да? Во-первых, программистов стало очень много в Якутске. Выпускников школ, которые хотят поступить на программиста, стало гораздо больше. Возможно, даже 5-10 раз больше. Да? Но, к сожалению, у нас университет один пока, да, и институт тоже один, да, ИМИ, институт математики и информатики. Он не может принять всех программистов. Через лет 3, 4, 5 там у нас недостаточно будет крутых ресурсов. Это, конечно же, это сейчас самая основная проблема, которая у нас сейчас стоит. Надо, чтобы СБФУ, ИМИ расширил объем понимания выпускников. Тогда через лет 3 или 5, когда у нас тут будет настоящий IT-бум, чтобы программистов на всех хватало. И, конечно же, IT-парк это не только, как сказать, будет здание, да, но это и будет целая культура. То есть после постройки него будет реальный, да, так сказать, IT-бум, да. Реально у нас в Якутске уже каждый человек уже будет знать, что у нас тут есть реальный сектор, реальный бизнес. Информационные технологии обуславливают повышенные требования к рабочей силе, возможность обучения для резидентов, наличие квалифицированного персонала и лицензированных специалистов способствует привлечению крупных инвесторов. Зарубежные компании и крупные российские интеграторы обращают внимание на кадровый потенциал. В штате компаний требуется определенное количество квалифицированных специалистов. Близкое расположение высших учебных заведений даст непосредственную возможность качественно повлиять на уровень и базу знаний будущих IT-специалистов.
Я думаю, что надо нам активизировать участие местных компаний, местных специалистов в подготовке студентов с ВФУ. Кроме того, у нас есть предложение организовать профессиональную переподготовку по IT-направлению по очно-дистанционной форме с привлечением местных российских специалистов на базе СУФУ, может быть, на базе глобального университета СУФУ, который только вот сейчас создается. Ну и, во-вторых, насчет детского центра в IT-парке. Хотелось бы, чтобы этот IT-парк был не только центром по обучению языкам программирования, но и был именно STEM-центром, который был бы направлен на привлечение детей к проектной деятельности, к исследовательской деятельности с использованием самого современного компьютерного и робототехнического оборудования. Создание республиканского IT-парка и коворкинг-центра в районах Якутии будет способствовать развитию рынка программных услуг в республике и объединит под одной крышей талантливую и прогрессивную молодежь. В итоге мы получим мощный синергетический эффект, который станет бесценным вкладом в будущее. Наш коворкинг-центр в Нью-Альбинском районе был открыт на базе Нью-Альбинского технического лицея, где мы предоставляем условия, возможность заниматься IT-проектами, IT-стартапами любому желающему, но в первую очередь, наверное, нашим лицеистам, они у нас занимаются, но и как без ограничений любой желающий с нашего района, в принципе, может подойти к нам и заниматься, если у них есть желание, со своими IT-стартапами, IT-проектами. В этом мы им помогаем, мы их поддерживаем. Вот IT-парк бы дал нам большую возможность сделать рывок. Это позволит нам быстрее обращаться к коллективному какому-то центру, да, который там будет, упростить набор работников. Чтобы достичь успеха, нам всем нужно смотреть более глобально и на весь мир. Не обязательно смотреть там на западные какие-то там корпорации типа Google, Facebook, там у нас же в России тоже есть Mail Group, например, там Яндекс, они же, тоже же, у них обороты очень большие. То есть на российском уровне у нас тоже довольно-таки хорошие компании есть. И вот благодаря IT-парку, как бы, я думаю, много вот молодых людей, студентов, да, свои амбиции, то есть через IT-парк точно смогут реализовать. Такие IT-парки, они способствуют росту программистов, дизайнеров, разработчиков. Что очень много условий предлагают разные страны, разные города. И во всем мире идет охота на крутых программистов, крутых дизайнеров. Если мы сейчас этот момент упустим, то многие молодые ребята, талантливые ребята, они просто уедут. И мы опять же останемся тем, кто лишь потребляет, но ничего не создает нового. Там будет все условия для того, чтобы производить. То есть там и фудкорт будет, и спортзал, и переговорный, и актовый зал, там и офисные помещения. То есть все там будет для того, чтобы сидеть и программировать, и работать. Да? И само здание, оно инновационное будет. То есть там здание будет по методу Шука, то есть там не будет стен, это будут прозрачные стены. Это будет энергоэффективное здание, очень, то есть со своим энергонезависимым блоком. То есть это будет супер здание, мы покажем, как надо строить в том числе. Проект здания утвердили по итогам конкурса. Выиграл проект в стиле хай-тек. В соответствии с ним IT-парк разместится в 12-этажном стеклянном кубе, внутри которого будут размещены 10 тысяч квадратных метров офисных помещений, 2100 квадратных метров парковка на 70 автомашин, 2000 квадратных метров займут лаборатории и выставочный зал, 1700 квадратных метров гостиница на 42 номера и кафе, 1300 квадратных метров банк и фитнес-центр, 1300 квадратных метров квартиры-студии. Под строительство администрации города Якутска выделен участок земли на улице Автодорожная площадью 1,3 гектара, рядом с местом, где планируется размещение еще одного масштабного архитектурного проекта – этнокультурного комплекса Аланхо-Ленд. И я верю в наших, самое главное вера — это в наших людей, потому что нашим людям много не надо дать возможность просто это сделать, да, дать возможность дать планшет, дать место и не трогать его. То, что вот здесь сидит, в голове, то, что
никто у тебя не отберет, это твой талант, твоя способность создавать что-то нечто, которое будет удивлять весь мир, да? Это мы можем, мы на это способны и уверены 100%. Просто наша задача сейчас не упустить время. Время, оно нещадно, как бы мы можем стать первым IT-парком на Дальнем Востоке и перетянуть сюда стартапы из Благовещенска, из Хабаровска, из Владивостока.